Друзья, всем привет! Очередной выпуск рубрики «Вот здесь хорошо». И сегодня я хотел бы оправдать название этой рубрики, потому что вот здесь хорошо. То есть, когда все летит туда, куда не нужно, когда вокруг творится что-то необъяснимое, когда кругом криминал, депрессии и все в таком духе, да, хочется чего-то хорошего. И вот в этой рубрике, то есть в этом выпуске, я хотел бы вам как раз-таки и рассказать о ходячих мотиваторах, то есть простых людях, простых казахстанцах, людях, которые чисто лично меня мотивируют самого, мотивируют, чтобы жить лучше, чтобы что-то делать лучше, чтобы двигаться в своем деле, искать какие-то пути развития. Но самое интересное, что это не какие-то известные личности, это не какие-то звезды, коучи и люди с каким-то мировым именем. Это простые казахстанцы, простые. Преподаватель английского языка, пенсионер, но он до сих пор всех мотивирует, и студентов, и молодежь, и взрослых. Дворник, которая живет на окраине Астаны, но вы послушайте только, как она говорит, о чем она говорит и с каким энтузиазмом она это говорит. Тренер по карате. Посмотрите, послушайте, какие интересные у него мысли. Пенсионер, который отправился в автопутешествие, у которого свой взгляд вообще на вещи, на цель человека в мире, ну и вообще на этапы жизни каждого человека. Помимо этого, есть также люди, которые способны мотивировать, несмотря на те условия, в которых они живут. Это жительница поселка Жезды, который находится в Улутавской области, которая, несмотря на обстоятельства, что очень многие из поселка этого уехали, что вокруг какие-то стоят развалины, руины, она, тем не менее, живет и радуется, и находит какой-то позитив в жизни. И самое интересное, после интервью с ней, ты чувствуешь, что вообще как бы вот твоя жизненная ситуация или твои проблемы, или твои обстоятельства, в которых ты находишься, они, так скажем, это какой-то детский лепет и какие-то игрушки. Вот, друзья, смотрите, надеюсь, это видео будет вам полезно. Это видео будет полезно всем. Вам скоро 80 лет, как вы до сих пор остаетесь вот таким вот оптимистом? Привет, ребята, не верьте ему, что мне 80 лет. Это в паспорте возможно. Паспорт придумали дурачки, которым нечего делать, кроме как оправдывать свой возраст. Прочитайте стихотворение Пастернака. «Быть знаменитым некрасиво». Не это поднимает ввысь. Не надо заводить архивов, над рукописями трястись. А надо быть живым и только до конца. Вот и все главное. Вот весь главный оптимист, живой и все. А это значит, все остальное, присущее живому, должно быть с тобой рядом. Простите, улыбки женщин, друзья, приятели, рыбалка, студенты, глупые, плохие, хорошие, нормальные, идиоты, великолепные. Потому что жизнь разнообразна, все должны быть. Машина, которая не подводит тебя. Хороший базис, домашний быт, любовь ближних. И уважение, респект со стороны товарищей, со стороны работы, со стороны студентов. В чем разница между самурайским мечом, который висит годами в зале, и кухонным? Вроде бы самурайский меч должен быть острее, но всегда ученикам говорю, кухонный острее. Он каждый день имеет практику, он режет. А самурайский, он сувенирный стоит годами, его снимают и фотографируются для красоты. Вы что, хорошо все. Но нет, подумайте, кто обижается? Посмотрите, Едомак, посмотрите, как все. Да нормально все, вы что? То есть на жизнь не жалуетесь? Да вы что? Вы что? Да вы что? Да как можно сказать на жизнь жаловаться? Вы что? Да глупости. Человек когда становится старым? К сожалению, есть даже 40-летние такие, говорят, что ты в нашем возрасте. Поэтому это все ерунда. Вообще возраст — это какая-то отвлеченная цифра, не связана со состоянием. Я думаю, что человек выглядит, и его здоровье таково, каким он себя считает. По-моему, все вещи это в голове человека. Если же он целеустремленный, у него интерес к жизни, к новому, то возраст, вот это то, что я называю цифры, это не помеха, это полная ерунда, я считаю, ересь это. Поэтому человек настолько молод, насколько он себя представляет. Здоровье есть, позволяет. Надо пример молодым показывать. Да, вот это так, детка, делайте, вот это так, понимаете? А когда мы будем вот это начинать, вот всякую эту, извини за выражение, хню-хню, они тоже молодежь смотрят.
А так я иду, они здравствуйте, баб Надя, тетя Надя там, здравствуйте, как дела? И вот это же хорошо, наоборот. Это пример мы должны показывать и говорить, как нужно делать, правильно? Мы же старые люди, мы должны, наоборот, пример показывать своей молодежи. И у них немножко пободрее становится тогда и мнение, и все такое, и радость. Ну, вы без дела не сидите, Нет. да? Хоть и на пенсии, все равно Войновать. трудитесь. Конечно, я не ради денег хожу. Самая профессия хорошая, это какая в жизни? Быть человеком, правильно? Неважно, кто ты, а главное быть человеком. Подметальщик, не подметальщик, любой труд краше человека. Понимаете? А сейчас работы сколько? Молодежь он идет, работает там. Сейчас работы очень много. Было бы желание, сынок, и чтобы было здоровье. Понимаешь ты? А судьбу каждый сам себе делает. Если есть знания, которые ты получаешь, и они выше твоего уровня, но если ты даже их получаешь от ребенка, надо брать. Потому что это знания, которые поднимают тебя высоко вверх. Знанием люди закрываются с годами из-за того, что они думают, что они достигли многого, и как бы их чаша полна. А на самом деле это момент высокомерия, и человек перестает расти. Просто расти. В знаниях, духовно. А здесь очень важный момент, чтобы расти постоянно. И тогда великий мастер и настоящий мастер тот, кто всю жизнь учится. Вот если мастера учатся постоянно, значит они каждый раз поднимаются на новый. Надо радоваться солнышку, ветру. Вот ветер дует. Ой, как хорошо, что ветер дует. Холодный ветер, ну так спрятался. Вот так в тень ветровой спрятался, и все нормально. Не надо гундеть, не надо стонать. Дано тебе что-то. А даже вот этот холод, этот ветер, эта старость, это тоже разумное, вообще, разумный подарок. Какой бы идиотизм был, если бы мы были абсолютно молодыми. Если бы мы были бессмертными, это великая была бы глупость. А вот дано тебе, отверено тебе, ну ты и радуйся тому, что у тебя есть. Да и сейчас неплохо. Сейчас, если даже вот кто жалуется, это люди, которые не умеют жить, не умеют сами с собой справляться. Я перенесла онкологическую болезнь, операцию. 8 месяцев я была в больнице, в Караганде, в онкологии. Но я не встретила нигде плохое отношение. Я не встретила нигде какое-то дерзкое слово. Я не знаю. Или я такая общительная, или все такие, но очень, очень хорошо. И я где бы ни была, я всегда хвалю Казахстан, потому что это моя родина. Я не понимаю, как по-другому и даже жить. Сегодня очень ветреный день, а здесь местность такая, что кругом пески, поэтому все это дело летит в глаза вместе с дождем. Я даже не хочу уезжать никуда. Не хочу. У меня дети зовут, вот они в Ханты-Мансийске, в Омске квартира. Нет, я не хочу. Менять, как говорится, коней на переправе не меняют. Я не хочу. Я вот поживу там неделю, 10 дней в Жезказгане, и я все равно приезжаю, я сюда домой приезжаю. А там мне как-то тоскливо, людей таких нет. У меня дочь уже 10 лет живет в Ханты-Мансийске, и когда они своим ходом едут сюда, и приезжают, и говорит: мама, вот едем, лес, вот все, закрыто все. Ничего не видишь, но когда заезжаешь в Казахстан, степи, простор, душа, говорит, радуется, душа радуется. Вот, сынок, мы прожили самую счастливую жизнь, а сейчас еще лучше, понимаешь ты? Но нужно сейчас, чтобы вот было здоровье во всех, чтобы народ любил друг друга, и чтобы мы свой Казахстан любили, понимаете? Вот мама тоже у меня в Россию уезжала, потом приехала назад. Там пожила и приехала назад. Вот в Казахстане ее дом был вот здесь, вот рядом, с 10-м. Потому что это наш Казахстан, он спокойный, сынок. Он спокойный, понимаешь ты? Вот какой-то он, как-то притяжительный такой. Вот не пойму, почему. А, почему? Ну, ты маленький, ты же не знаешь, почему. Ты-то не прожил это, то, что мы прожили. Вот так, сынок, вот так.
Вот такой у нас сегодня получился выпуск. Надеюсь, после этого выпуска вам стало немного хорошо. До новых встреч!